Здравствуйте, дорогие друзья, гости моего канала. Здравствуйте, дорогие девы. Сегодня мы сделаем прогноз на промежуток времени с 28 ноября по 4 декабря. Мы посмотрим, какими же будут события в этот промежуток времени для вас. Напоминаю о том, что прогноз можете смотреть как по солнечному знаку, так по знаку асцендента, либо по лунному знаку. И напоминаю, конечно же, о том, что это все-таки общий прогноз, не воспринимайте все буквально. Всем, конечно же, спасибо за лайки, комментарии, добрые слова, поддержку и обратную связь. Для меня она очень важна. И за донаты. Так, если я не замечаю какого-то совпадения карты в данном прогнозе, конечно же, пишите мне в комментариях, и я обязательно отвечу, что может означать данная карта, данное совпадение. Итак, девы, смотрим для вас прогноз на промежуток времени с 28 ноября по 4 декабря. Так, ну что, поехали, ребята, смотрим. Неприятность какая-то может быть в начале недели, буквально в понедельник уже. Так, ну что, смотрим. Предупрежден, вооружен. По поводу чего это может быть неприятность? Неприятность. Девы, что это у нас за неприятность? Так, да, действительно, чем-то, за что-то очень сильно, то, из-за чего вы очень сильно переживаете. А из-за чего? Из-за каких-то, из-за каких-то моментов, может быть, не состоялось то, на что вы на что вы рассчитывали. Что-то связано с домом, с семьей, недвижимостью, повышением по карьере, по работе, допустим, еще что. Каких-то моментов решения с работой. То есть рассчитывали на что-то одно, а по факту получается, что ничего не получается. Вот нет какого-то движения в работе. Не, может быть, кто-то рассчитывал на повышение зарплаты, на повышение по карьерной лестнице, должности. Ну вот здесь в этом нет помощи от какого-то влиятельного человека. Так, еще что? Может быть, закрытость дома. Может быть, ну, смотрите, дома закрыты, но... Так, для вас выход будет, это работа для некоторых, работа на дому, либо вам нужно сейчас как-то отдохнуть. Деньги будут, но деньги будут какие-то случайные, вот финансы. То есть это может быть какая-то подработка, какой-то временный заработок. Либо если постоянно работаете на дому, то, в принципе, будете и зарабатывать неплохо. То есть тут отчаиваться особо не стоит. Вам может помочь какая-то женщина в этом. Да и мужчина тоже. Обратитесь к каким-то своим друзьям. Вполне возможно, они вам помогут. Дальше смотрим. Так, поторопиться. Карта говорит о том, что вам нужно поторопиться. Либо карта говорит, куда-то опаздывать будете. Может быть неприятность из-за того, что можете опоздать куда-то. Скользкое дело, может быть предложение какого-то скользкого дела. И вас будет еще кто-то торопить. Ну давай, давай, быстрее решай, давай. Но это обман. Нельзя. Если вы согласитесь на вот это скользкое дело, в понедельник вам может кто-то предложить, тогда у вас будет неприятность. И кто-то, самое интересное, вас торопит. Не торопитесь. Так. Исполнение желания, смотрите. А может, посмотрели вот расклад, сделали для себя выводы. И все не согласились на вот это вот какое-то скользкое дело, не поторопились, и все закончилось замечательно. Либо, может быть, еще поспешите, и что-то исполнится. Вот, но на это дело не соглашайтесь.
Не стоит на него соглашаться. Но это будет быстрый звонок, какой-то внезапный. Какой-то внезапный звонок по поводу какого-то скользкого дела. Будет неприятность, и вполне возможно поторопитесь, чтобы что-то исправить, и все исполнится. Все закончится благополучно, и вы будете довольны. Так, еще что у нас тут? Победа. Ну, замечательно. Победа. Луна. Луна у нас говорит о том, что это будет какое-то важное событие в этом месяце, на этой неделе. Либо событие может проиграться через 30 дней, начиная с того момента, отсчитывая, когда вы вот открыли это видео и смотрите его. Либо это может быть связано с тем, что раз в месяц вы стабильно что-то делаете, одно и то же, допустим, посещение кого-то раз в месяц, допустим, или посещение чего-то там, кто-то раз в месяц куда-то ходит, либо платим за коммуналку раз в месяц, ну вот что-то такое вот. И либо еще связано с женщиной, взрослая женщина. Так. Со взрослой женщиной победа, победа для взрослой женщины какой-то. Может быть, поторопились, вот вам и исполнилось желание. Так, ну мы сейчас еще просмотрим различные варианты. Давайте-ка я посмотрю. Победа. А победа в чем? Победа в чем? Тут еще победа в том, в чем вы сомневались, в чем у вас были какие-то противоречия, в чем вы сомневались, какие-то переживания, какая-то была мутная ситуация, вы ее правильно разрешите, вы правильно что-то решите. Касаемо чего это может быть? Касаемо того, что уже долго, на что надеялись, что долго длилось, из-за чего вы переживали, из-за денег. Вполне возможно, для кого-то это деньги, финансы. Так, обман. Смотрите, обман перевернуть не могу. Опять-таки, видите, обман, быстрый звонок и скользкое дело. Вот это вот не соглашаться ни в коем случае. Так. Такие три карты не совсем хорошего характера, вернее, две совпали, поэтому 10 раз отмерьте, 1 раз отрежьте. Вам, конечно, решать. Женщина в доме или событие какое-то в доме, но я его не могу перевернуть. Женщина, победа, может быть, связана с кем-то из домашних, какая-то женщина, родственница вполне возможно, или кто-то из семьи, да, та, которая за 40, скажем так. Так. А слезки у нас? Слезки могут быть. Что за слезки? И решение проблемы. Может быть, слезы радости, кстати. Если решение проблемы, то слезы радости. Слезки. И решили проблему. Так, давайте-ка будем проверять еще, что у нас тут совпадает. Так, здесь. И здесь давайте-ка посмотрим, что здесь может тоже совпасть. Так, ну я совпадений пока больше не вижу. Давайте-ка подытожим, что у нас получается. Потому что очень много событий, и они могут быть различными, да. Но некоторые я из них озвучу все-таки. Смотрите, в начале недели, буквально в понедельник, будет какой-то звонок, предложение, но
Предложение достаточно скользкое и обманчивое. И к тому же здесь уже заранее реально вы должны понимать, что это будет какой-то обман. Что-то очень заманчиво, но это обман, потому что у нас сопутствующая карта говорит об обмане, о какой-то хитрости, о лицемерии со стороны какого-то человека. То есть он заранее уже предлагая вам, знает, что это может быть что-то нехорошее. И вот неприятность. Если вы соглашаетесь на что-то, есть какая-то неприятность, э, неприятность. Но опять-таки это все временно, потому что карта временного явления. И карта говорит о том, что либо поторопитесь, либо вы опаздываете. Ну, карта говорит, вполне возможно, поторопитесь что-то решить, какую-то проблему, разрешить ее. У вас будет исполнение желания, то есть все закончится достаточно положительно. И заканчивается победой, то есть победа. Будут слезы радости, потому что разрешение какой-то проблемы. То есть вы взяли все в свои руки, и все двери для вас открываются таким волшебным образом. Это может быть еще слезы радости за какую-то женщину, вполне возможно, та, которая за 40. Она какая-то либо родственница, либо член семьи. Так, и либо это будет очень важное событие, которое произойдет где-то в среду, среда, четверг, может быть, вот это вот очень важное событие на этой неделе, в этом месяце может произойти где-то в среду, в четверг. И либо оно может еще произойти через месяц, через 30 дней, отсчитывая от сегодняшнего дня. Начиная отсчитывать от сегодняшнего дня. И еще это может быть какое-то очень важное событие для вас. Либо, может быть, знаете, событие, которое происходит каждый месяц в одно и то же время. Это может быть, э, это может быть у нас оплата каких-то счетов, коммуналок, кредитов, там, либо посещение чего-то раз в месяц. То, что у вас каждый месяц происходит в одно и то же время. Тоже как радость. Ой, вот, как радость. Тоже как вариант. Так. Ну и все. Давайте-ка посмотрим. Все разрешается достаточно положительно. У нас будут слезки радости, скорее всего. Может быть, были слезы переживаний, потому что есть здесь какая-то моменты чего-то мутного, что-то вы не можете для себя прояснить, что-то доведены, может быть, в какой-то степени до депрессии каких-то, да, какие-то страхи, может быть, переживания. Может, даже какую-то слезку пустили, но все разрешается положительно. И тут же это может говорить и о слезах радости, то есть исполнение вашего желания и победа. Так, теперь давайте-ка посмотрим. Теперь давайте-ка посмотрим для вас совет. Девы, совет для вас. У нас еще, слушайте, я же пропустила. Видите, у нас что-то еще исполнение желания касаемо семейных дел, семейной жизни, либо ребенка, либо дня рождения ребенка, либо рождения ребенка. То есть вот такая вот. И что-то событие, какое-то важное событие в доме. То есть это может быть и рождение, и день рождения, или крестины у кого-то там. Вот тоже как вариант. Чуть не пропустила. Так, и для вас событие. Ой, господи, совет. Совет для всех дев. Каким он будет? Так, промежуток времени с 28 ноября по 4 декабря. Совет. Так, восьмерка Ариила. Гордитесь отлично сделанной работой. Практика приносит мастерство. Подумайте о продолжении образования или повышении квалификации. Так, и что еще у нас тут есть? Восьмерка, тоже восьмерка, да? Ариила и Рафаила. Вас ждет что-то лучшее. Делайте то, что считаете правильным. Духовные искания.
Вот такой для вас прогноз. Всем спасибо за просмотр, лайки, комментарии. Всем пока-пока, до новых видео.